День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем сегодня. Зима не должна застать врасплох. В республике активно идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Как оценивают готовность объектов? Счастливые новоселы, более 70 алданцев получили ключи от новых квартир по программе переселения. Безопасность мировой паутины. Юные нерюнгринцы в игровой форме узнали о правилах пользования интернетом. В ожидании премьер русский драмтеатр имени Пушкина победил во всероссийском конкурсе. В новом сезоне якутян ждут сюрпризы. Расскажи о своем путешествии. Продолжается прием заявок для участия во втором конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Какие условия и что ждет победителя? Обстановка с лесными пожарами в регионе постепенно стабилизируется. За последние сутки обнаружено 17 очагов на площади более 2500 гектаров. Ликвидированы 3 пожара площадью около 17 тысяч гектаров в Абыйском, Татинском и Нюрбинском районах. Локализовано 6 очагов в Ленском, Мирнинском, Алекминском и Усть-Майском районах. Продолжают действовать 115 лесных пожаров, тушат огонь 1900 человек и 180 единиц техники. Вылеты самолетов-амфибий Би-200 планируют в Верхневилюйском и Алданском районах. Напоминаю, что на территории субъекта продолжает действовать режим ЧС федерального и регионального характера. И в 7 районах – Абыйском, Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Ленском, Усть-Майском и Алекминском районах – сохраняется чрезвычайная ситуация муниципального характера. Особый противопожарный режим продолжает действовать с 26 июня на территории республики, в связи с чем ограничен въезд в лес и использование открытого огня на природных территориях. Тем временем пострадавшие от паводка жители Дамского района в полном объеме получили полагающиеся выплаты. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников вместе с главным федеральным инспектором Евгением Корнеевым ознакомились с ходом аварийно-восстановительных работ в Дамском районе. На выплаты направили свыше 247 миллионов рублей. Правительство Якутии ведет работу с федеральным центром для возмещения региону понесенного ущерба в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации. Главная задача – завершение всех работ до наступления низких температур. Действительно, зима не должна застать врасплох. В республике активно идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время готовность объектов 60%. Что сделано и как в целом идет подготовка к зиме, расскажет Даяна Федорова. Работы много. Задача успеть до наступления холодов. Рабочие бригады трудятся днем и ночью. В том числе производится ремонт тепловых сетей в энергорайонах столицы республики. На данный момент звено, состоящее из сварщика и слесаря-ремонтников, выполняет работы на участке многоквартирного дома, расположенного по улице Газовиков. Мы одна бригада, но звеньев нас много. То есть мы работаем по разным объектам. Все звенья выезжают каждый день по заявкам. Где-то монтаж, где-то устранить течь. И вот так вот, где-то демонтаж трубы. То есть разные работы у нас. Одним из факторов замены трубопроводов является износ оборудования и низкое качество воды. В данном энергорайоне в этом году планируется замена порядка 6 километров трубопроводов тепловодоснабжения. Согласно плану, все у нас идет по графику. К началу отопительного сезона практически все работы по теплоснабжению будут закончены. Ежедневно выезжает звенья в количестве 4 звеньев, то есть 1 сварщик, 3 слесаря-ремонтника. Подобному капитальному ремонту по всей республике подлежат более 4000 километров тепловых сетей, а также более 1700 водопроводных, 850 километров линий электропередач и более 580 километров канализационных сетей. В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона текущего года необходимо подготовить и котельные. Их более 1160. Нам необходимо обеспечить
обеспечить подготовку к прохождению УЗП, а также оформить акты и паспорта готовности муниципальных образований. На текущий момент проводится формирование комиссий под председательством Ленского управления Ростехнадзора, и эта работа будет выполнена в установленные сроки, и мы до ноября месяца должны оформить, получить все акты и паспорта готовности к прохождению УЗП. На особом контроле находится завоз топливно-энергетических ресурсов. В текущем году объем завоза нефти, угля, конденсата и дизельного топлива составляет 502 тысячи тонн. Из общего числа 303 тысячи уже отгружено, что составляет 60%. Ну а 189 тысяч тонн ТЭРа уже доставлено до мест. Даяна Федорова, Исан Тарасов, Якутск. Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Ключевая ставка – минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию, деньги в экономике становятся дороже, повышаются банковские ставки по кредитам. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Но некоторым алданцам уже не нужно будет брать ипотечный кредит. 78 человек получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Вручение проходило без помпы в рабочей атмосфере в кабинете мэра. За эмоциями новоселов наблюдал Руслан Павлов. Ходаки, собравшиеся в администрации города, пришли по жилищному вопросу. Население встретил лично мэр и пригласил в свой кабинет, где алданцев ожидали ключи от новых квартир и комплименты от застройщика. Вообще дом состоит из двух этапов. Получается, первый этап у нас 21 квартира, это под арендное жилье строится, он сейчас на стадии строительства находится. А второй этап это нижние, скажем, 3 подъезда, 78 квартир, из них 60 квартир под переселение и 18 квартир под детей-сирот. Ирина Лопатина ждала новую квартиру 12 лет, поэтому, не скрывая радости, светилась от счастья, получая заветные ключи. Квартира, думаю, будет соответствовать только хорошим стандартам. Мы надеялись, ждали и будем жить счастливо, замечательно в нашем жилье новом. Все, ждем гостей. К Ирине мы в гости не попали, зато в свою новую двушку нас пригласили мать и сын Гуленицкие. Доброжелатели напугали их байками о программе по переселению, но в реальности все оказалось просто прекрасно. Я думала, что, как они говорят, 41-42 квадрата. Все, а что эти квадраты, как они разделены, никто ничего не говорит. Зашла тогда 2 комнаты, я была в шоке. В хорошем шоке, я довольна. Да, и кухня устраивает, и туалет, ванна, все раздельно, все шикарно. Сын Татьяны Евгений, между прочим, ветеран СВО, оценил квартиру по-мужски прагматично. Посмотрим, зима. Зима что покажет. Пока все хорошо. Новоселы переживают напрасно. Застройщик гарантирует качество, а при возникновении проблем их устранит. Мы, получается, уже вводим, по-моему, если не ошибаюсь, 6-й или 7-й дом именно в городе Алдане. Вообще по району уже больше 20 домов. И с каждым годом, что радует, качество строительства, конечно, повышается. Счастливые обладатели квартир готовы обживать новостройку, а в коллекции мэра города появился очередной ключ. А это значит, что строительство жилья продолжается. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске активно идет строительство нового здания школы номер 1. 4-этажное здание, в котором смогут учиться в одну смену 253 ребенка. Самую сложную работу по установке свай строители уже завершили. На каком этапе строительства сейчас, расскажет Дарья Короленко. Основные строительные работы стартовали 1,5 месяца назад. В эти дни начался монтаж опалубки для лестничных маршей. Новая школа будет иметь площадь более 6000 квадратных метров. Свайные работы по бурению скважины, погружению свай. Проводятся работы по устройству отмостки бетонной. Залито уже 1900 квадрат отмостки. Также параллельно идут работы по переносу тепловых сетей и кабелей сетей связи.
Проект выполнен в стиле советской архитектуры по поручению главы республики, что сохранит исторический облик центра города. Прилегающая территория объекта будет включать в себя спортивные и детские площадки. Тут это очень узкая школа, да? Вообще мест не хватает, я так думаю. Тут парковка вряд ли, но вот впереди где-то у нас будет парковочный. А так он сильно большая школа размером. Заезд круговой будет, ага. Вот прямой. Отсюда выходим, с этим салам пополам заходим и вот так выходим на площадь Разникидзе. Вот такая у нас прямой выход будет. На данный момент все работы идут согласно графику. Подключение коммуникаций подрядчик планирует провести уже в этом году. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре следующего года. В феврале месяце должны запустить отопление, чтобы начать пораньше отделочные и так далее работы. И работы, которые можно проводить. Главное, чтобы тепло было. А основные будут, конечно, уже только в мае начинаться. И все лето будем производить отделочные работы, внутренний там электромонтаж и так далее. В этом году план поставить, закрыть тепловой контур, проложить наружные коммуникации, теплоснабжение, канализации. И все в этом году. На сегодняшний момент 14% готовности строительства на территории будущей первой школы. Здесь уже установили сваи, сейчас делают цокольное перекрытие. В ноябре планируют поставить коробку, где и начнутся основные работы. Дарья Короленкова, Джулстан Акентьев, Якутск. Центральная приемная комиссия СВФУ завершила прием документов для зачисления на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Заявления подали почти 5000 абитуриентов. Популярностью пользовались направления финансово-экономического института, Института математики и информатики, мединститута и юрфака. Прием документов на магистратуру продолжается до 31 июля, а на платные места будут принимать до 20 августа. А совсем юные нерюнгринцы в игровой форме узнали о правилах безопасности пользования интернетом. Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета активно работают над тем, чтобы защитить детей от негативного влияния мировой паутины. Речь идет о профилактической работе, уроки безопасности, игры, акции и флешмобы. Продолжит Екатерина Павлова. Для чего создаются фейки в интернете? На какие сообщения в социальных сетях нельзя отвечать? Такого рода вопросы в игре формируют у детей навыки самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации. Это как настольная игра, только в большом формате. Они кидают кубик, переставляют фишки, мы задаем им вопросы, они на них отвечают. И тут вопросы многие дети могут быть незнакомы, они могут узнавать об этом много нового. Нерюнгринцев, воспитанников лагерей дневного пребывания, в игровой форме научили распознавать интернет-угрозы и деструктивный контент, поговорили об анонимности в сети, опасных течениях и сообществах. Весь криминал и все неприятности перешли в онлайн. И оттуда они уже идут к нам. Поэтому надо именно там научить детей работать. Работать друг с другом, общаться, с кем можно общаться, с кем не общаться. И выводить их именно с онлайн, офлайн, чтобы они могли вот так поиграть, познакомиться друг с другом, помогать нам проводить те же игры для детей. Профилактические мероприятия продолжатся как в летний сезон, так и в новом учебном году для того, чтобы дети были защищены от негативного влияния интернета и могли безопасно им пользоваться. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии завершены посевные работы и все планы исполнены на 100%. В регионе также началась массовая заготовка сена. Планируют заготовить 435 тысяч тонн. К работам привлечено более 5000 единиц сельхозтехники и более 4000 рабочих звеньев. Заготовлено порядка 23 тысяч тонн сена. Это 5% от плана. В 8 районах наблюдалась засуха. В настоящее время сформированы мобильные бригады для решения этой проблемы. В рамках выездного совещания 11 июля главы Асена Сергеевича в Татинском районе были даны поручения и соответствующие задания всем муниципальным районам, Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики по организации дополнительных работ по формированию мобильных бригад и начать работу уже в отдаленных районах, внутри муниципальных районах и близлежащих населенных пунктах. С учетом кормовых запасов прошлых лет, это порядка 44 тысяч тонн в регионе, мы должны выйти на выполнение к плану 97,8%.
Между тем, уже открыт сезон сладкой ягоды. В Якутске стартовали продажи арбузов. Почем нынче одно из главных летних угощений и как правильно выбрать самый сладкий и спелый арбуз, знает Петр Васильев. Самый настоящий полосатый ажиотаж. На прилавках крестьянского рынка в самом разгаре сезон арбузов. География их более чем обширная. Есть и всеми знакомые казахстанские и узбекские арбузы, есть и новинки – арбузы дагестанские. Спор о том, что же все-таки есть такой арбуз, фрукт или ягода, стар как мир. Одно известно точно – арбуз – культура бахчевая, зреет она лежа на земле. И на том самом месте, где арбуз соприкасается с землей, образуется такое небольшое круглое желтое пятно, которое ласково называют щечка. Именно по этой щечке можно, кстати, тоже определить, насколько спел арбуз. Вот смотрите, такая щечка должна быть небольшой по размеру и желтого цвета. Это значит, что внутри фрукт спелый и, самое главное, сладкий. Для многих выбор арбуза своего рода лотерея. Соответственно, и методы для определения спелости используют самые разные. Арбузы вращают, поднимают, сжимают. Однако специалисты говорят, что есть всего один самый верный способ определить зрелость арбуза. Постучить и по звонку. На всех арбузах есть желтая пряточка, потому что они же, когда вот эти стороны, они на земле лежат, поэтому желтое пятно. А так позвонче вот. Смотрите, уже дагестанские арбузы поступили. Вот эти светлые – это узбекские. Агрономы, в свою очередь, говорят, что арбуз нужно знать в лицо. В процессе созревания его корочка становится более матовой, а его спелости, говорят, его яркие и четкие полосы. Именно такие плоды, по словам овощеводов, и стоит забирать с прилавков. Что касается цен на этих самых прилавках, то арбузы родом из Дагестана можно приобрести за 80-90 рублей за килограмм. Казахские арбузы обойдутся в 120-135 рублей за килограмм в зависимости от продавца. Цены на узбекские арбузы начинаются от 90 рублей. Арбузов, выращенных в Якутии, на рынке пока нет. Не сезон, отмечают продавцы. Фермерские хозяйства выращивают их в пригородах столицы и начнут свои поставки ближе к середине августа. Каждый год голландские сорта новые завозим. И как бы до сих пор экспериментируем. У них постоянно селекция меняется, поэтому каждый год новые, все раньше и раньше есть сорта, которые получаются. Эксперты, кстати, не советуют покупать разрезанный арбуз или просить отрезать от целого кусочек, чтобы попробовать. Бактерии с непомытой кожуры арбуза вполне спокойно могут попасть на мякоть. Лучше воспользоваться советами, выбрать понравившийся арбуз на рынке целиком и полностью насладиться его вкусом уже дома или на природе. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это «Якутия день за днем». Мы продолжаем. Русский драмтеатр имени Пушкина победил во всероссийском конкурсе по поддержке новых постановок спектаклей в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Конкурс проводился автономной некоммерческой организацией содействия концертной деятельности «Русские сезоны» при поддержке Минкультуры России. Подробнее расскажет Александр Хавренко. Грядущий театральный сезон готовит для зрителей множество новинок в репертуарах. Одной из них станет постановка по произведению Александра Пушкина, которую представят в Русском театре. Коллектив театра подготовил всю документацию и грамотно заполнил заявку, что позволило войти в число победителей и стать обладателем гранта. Я пока не буду озвучивать, что это будет. Пускай пока это будет такая интрига своего рода, хотя материал уже обозначен. Сейчас мы работаем с постановщиками, которых мы привлекаем к этой работе. Я могу сказать однозначно то, что это будет приятная работа для всех сторон, как для нашего коллектива театра, да, как для зрителей в результате, которые получат конкретный новый спектакль, так и режиссера, постановщика и всей команды, которая будет с ним работать. Также грант Российского министерства культуры на постановку выиграл и театр коренных малочисленных народов Севера, который поставит спектакль по пьесе Владимира Федорова с рабочим названием «Золотые слезы синей птицы». Такая история о переселенцах Балтики, скажем так, в Тикси, основанная на таких реальных событиях, конечно, да, и вот
А название служит легенда как раз балтийских народов. Ну, пока это рабочее название, возможно, будет немножечко изменено, да? Вот этот грант был получен. Режиссером этого спектакля будет Сергей Потапов, который работает с театром коренных малочисленных народов уже много постановок поставил. Также в рамках грантовой поддержки главы Якутии 5 миллионов поделили филармония и театр оперы и балета. Филармония будет осуществлять работу над популяризацией якутской академической музыки, а театр оперы и балета будет расширять возможности своей камерной сцены. Александр Хавренко, Айсен Тарасов, Якутск. Расскажи о своем путешествии. Продолжается прием заявок для участия во втором конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Любой желающий может снять видеоролик о своем путешествии по дальневосточным регионам длительностью до 8 минут. Какие условия для участия и что ждет победителя, знает Вероника Таюрская. Первый конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» был проведен в 2023 году по инициативе полномоченного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Главная цель заключается в повышении туристического потенциала региона. Конкурс проводится по 3 номинациям: пешее путешествие, водное путешествие и 3-я номинация «Зимнее путешествие». Одно из самых, можно сказать, критериев отбора этого конкурса, если турист проходит по данным маршрутам, он должен зарегистрироваться в территориальных органах МЧС. То есть обязательно подать заявку и зарегистрироваться на сайте МЧС, просто подать заявку, что вы проходите в определенный момент на данном маршруте, и уже отправляться в данный маршрут. Также один из критериев: в кадре именно видеороликов, не должна использоваться любая моторная техника. Одним из условий выступает срок, когда был снят видеоролик. Так он не должен быть старше 1 сентября 2022 года. Якутия славится своей нетронутой природой, но даже в самых популярных туристических местах всегда можно найти что-то новое и неизведанное. Дальний Восток. Земля приключений – уникальный конкурс, благодаря которому многие жители нашей огромной необъятной страны могут посетить самые красивые места в нашей стране. Национальный парк Ленские столбы. Она, во-первых, не просто неописуемо красива, но это единственное место на планете, в котором зародилась первая скелетная фауна на нашей планете. Главный приз конкурса, как и в прошлом году, станет гран-при с суммой в 3 миллиона рублей. Также победители в своих номинациях получат по 1 миллиону рублей. За второе место 300 тысяч рублей и за третье место призерам выплатят по 100 тысяч рублей. Стоит учесть, что в этом году изменены правила для участия в конкурсе. С этого года может повлиять на путешествие это, что участники конкурса могут участвовать с 10 лет. То есть, если, например, ваши дети ходят в походы, вы также, то есть дети также могут смонтировать свой ролик. Там вне зависимости, снимать ли нужно на профессиональную технику, можно снять на телефон и подать эту заявку. Если ребенок участвует с 10 лет, с 10 до 18 лет, то нужно прикладывать только дополнительно согласие родителей на участие в этом конкурсе. Конкурс состоит из 3 этапов. Подача заявки с 1 мая по 30 декабря. Второй этап – отбор видеороликов, проходящий до 31 января, и непосредственно само оглашение победителей, которых объявят в феврале 2025 года. В состав жюри будут входить профессиональные путешественники и телеведущие. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск. Теперь о спорте. Целый месяц секция мотоспорта в Ленске занимается практикой. Проходит она на горнолыжной базе, площадь которой позволяет отрабатывать полученные навыки. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Теплый летний день для юных байкеров становится очень жарким. На каждом из них плотная экипировка, бутсы, наколенники, шлем, плюс ко всему скорость и песок, в котором периодически тонут колеса мотобайка. Адреналин в крови и эмоции зашкаливают. Ребята в восторге от нового увлечения, укладываются по полной, выполняют все задания тренера на отлично. Интерес у ребят явно появился больше, как появилась езда на мототехнике. Было, пока езды не было, было более вяло. А сейчас все воспряли и стали меньше пропусков намного стало. Ну, в целом все нравится парням. Практическое занятие начинается с переодевания в экипировку. После небольшая зарядка. Только потом ребята заводят мотобайки, прогревают и можно начинать. Без препятствий у нас преимущественно мото-джимхана. Это вот они, фигуры стоят на поле. Спуск, подъем и развороты
Ну, в принципе, мотоджимхана. Мотоджимхана у нас довольно-таки суровая, потому что здесь покрытие песок. Довольно-таки коварное, но тяжело в учениях, легко в бою. Шум моторов слышен издалека. Тренировка очень зрелищная. На скорости юные спортсмены выполняют различные трюки. Алексей Богомолов посещает секцию с ее открытия. С нетерпением ждал практических занятий. Признается, сложно. Часто заваливается в песке. Классно кататься. По лесу особенно. И здесь, когда по кругу катаемся, прикольно. Леонид Богомолов рассказал, что у него есть свой мотоцикл. Он имеет навыки вождения мотобайка. Но для общего развития решил посещать еще и мотосекцию. Благодаря ей есть возможность узнать о железном коне больше, а также найти единомышленников. Надо сказать, что ребята с тренером занимаются и ремонтом техники. На прошлой неделе поменяли масла, подтянули цепи и протянули все болты. Сегодня в секции мотоспорта занимается 28 ребят, 4 группы по 7 человек. Занятия проходят ежедневно, чередуются по очереди теория с практикой. Отрабатывают навыки ребята не только на лыжной базе, но и за ее пределами. Выезжают на дальние дистанции, все они пролегают вне города. Практические занятия будут проходить до конца сентября. Светлана Полеева, Алексей Семенов, Ленск. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.